Женя вот сюда. Паспортные данные. Так, Ажиев Адисолта Байсолович, 1961 года. Место проживания Андреевская долина, место прописки Наурский район, село Калиновск. Во время военных действий находился в Андреевской долине. Никогда не брался за оружие, даже за охотничье ружье. Не знал, что это такое. Если бы дали в руки, даже не смог бы выстрелить. Всю войну прожил здесь, возил воду местному населению, русскоязычное, не разбирая никого, на маленьком мотоцикле. 5 февраля была зачистка Андреевской долины. Ходили регулярные войска российской армии. Среди них был морфор 21-й полк. Он до сих пор находится здесь, в Чечне. Здесь, вот в этом дворе, меня связали первым. Связали руки, глаза и увели. И когда мне связали руки и глаза, я слышал по рации, как командир откуда-то по рации передавал тому командиру, кого он меня связывал, что 2 привезли для красноголовых. Я, конечно, думал, что такие красноголовые, когда позже выяснилось, что эти были внутренние войска. Когда меня вели до места дислокации, 2-й раз я слышал по рации, что 2 опять же привезли для красноголовых. Я опять поинтересовался закрытыми глазами с тех солдат, которые шли рядом, кто они такие. Мне сказали, что это внутренние войска, и дислоцируются они на Старопромысловском районе. В то время, 5 февраля 200 года. Когда 3-й раз по рации передали, что опять привезли 2 для красноголовых, один из них был я, 2-й был Саид. И когда постучали мне по плечу и сказали, вот он один, скоро будет 2-й, когда 3-й раз передала рация, что привезли 2, они сказали, куда привезти. И они сказали 2 на место дислокации. Вот в связи с тем, что сказано было 2 на дислокацию, я остался живой с Саидом. И нас отпустили. А Саид, фамилия его? Ежиев. Ежиев Саид Зелимханович. Получилось так, что нас отпустили, так как, видно, не судьба была нам. А их из строя увели отдельно 2 и 22 человека отдельно, загрузив на машину. Они в один день, извините, они в один день все В одну были? и ту же секунду. Все 22 собраны? Да. Нас согнали в село. И когда я спросил одного солдата, что собираетесь делать, он нам сказал, что будет делать буденовский вариант. Но неизвестно как, что это произошло, но это не сделано. Просто согнали на край села, зверски издеваясь, разогнав всех женщин, никого не слушали. Ну, не цензура, это само собой была. И когда отпустили меня, мне отец навстречу пошел. Я ему говорю, меня отпустили, пойдем домой. Он говорит, нет, еще, говорит, там Эдис. Мы его звали Эдисой. Эдиком звали русскоязычным. Он говорит, там. Я когда пошел назад полковник, я говорю, полковник, назови 2 цены, получишь 4 цены. Только отпусти пацана. Он говорит, нет разговора, я его отпущу. Я говорю, вот отец с ним поговори, отпусти. Он мне говорит, ты иди, а то, говорит, снова строй поставил. Было холодный, конечно, день, 5 февраля, моросило, я ушел. И когда шел я по дороге, не отошел я 100 метров, 200 метров, у меня такая мысль появилась, может не договориться, отец, лучше я сам поговорю. И когда я хотел вернуться, меня 2-й раз арестовали. Другие. С собакой все ходили. И когда я сказал, что мне полковник по делу послал, что я иду, и у меня нету времени, пожалуйста, отпусти меня. Я даже прям сказал, не скрывая, что мне нужно выкуп. И он постучал паспортом по ладони, говорит, умник ты такой. Долго держал, не отпускал. А то время, когда меня держали, их уже уводили. И когда уже кинулся, уже было поздно. Их увели пешком, 2 отдельно, с краю. Просто отделили и увели. Им не было разницы, кто. Не было разницы. Абсолютно разницы не было. Фамилия у него или Ажиев, или Ежиев, или Байзуркаев. Там не было разницы. Главное, им нужны были 2. Сделать вот этот беспредел. На следующее утро я выгнал женщин из поселкового нашего совета. Ищите. Так как нельзя было мужчинам выйти вообще отсюда. У меня была аргунская прописка, вообще нельзя было мне выйти. Когда я выгнал женщин, они искали их. 7 не искали. На 7-й день 22 человека были найдены в Толстоюрте. Ну, по мере возможности были избиты, искалечены, кто как мог. Выжил. Их привезли домой, но этих 2 не было. 1,5 месяца после того я подключал все силы, снох, знакомых, вплоть до ФСБ, жена его, сестры, снохи, все искали. 1,5 месяца. 1,5 месяца искали, но не было ничего. Не было их нигде ни в списках, ни в Пятигорске, ни в Ростове, ни здесь в концентрационных лагерях, ни в фильтрационных лагерях, а говорится, лагерях. Но однажды, как говорится, Балтастер, кинуть на картах
вздумалось мне пойти к одной женщине. Она говорит, ты его найдешь, говорит, идя по дороге сам. И я засмеялся и сказал, как это я смогу его найти, если я не могу выйти отсюда, если мне не позволяют пойти, просто пойти даже по своему делу. И случайно, действительно, я шел, не нашел. Но я их нашел сожженным. Обоих. Один был вот деверь ее, один был брат на 2 года моложе меня. Я нашел паспорт их сожженным. Вы можете, я понимаю, тяжело, но описать вот именно этот... Там описывать нечего было. Бог оставил по каждой вещичке, с ног до головы, чтобы опознать. Но в костре я 2 вот так вот собрал. И больше ничего. Дотла были сожжены. Они сожжены были дотла. Вот вы сказали, когда у вас Облиты были соляркой и сожжены. неприкрытые, яма не прикрытая. Да нет, ничего. она не была прикрыта. Это Вот через- я не знаю, живем сжигали или нет. Вот вы говорили, То что... ли их как- заставили выкопать эту яму. Если они ее заставили выкопать, значит они были живые. Но если эта яма была когда-то там, значит они были мертвые. Но это осталось для моей жизни до конца догадкой. А разгадать это никто не сможет, только тот, кто это сделал. Но тот, кто это сделал, гуляет на свободе до сих пор. Здесь гуляет и гордится этим. Но придет всему время. Его гордость сломит Всевышний. Я не смогу, но Всевышний сломит. Предпринимались ли вами какие-то попытки, чтобы наказать виновных или что-то? А какие могли быть попытки наказать виновных? Какие? Были ли у вас возможность это сделать? Это оставим при себе. Сейчас ваши дальнейшие действия, вот по-вашему, что вы можете сделать? Есть ли у вас какое-то право, чтобы... Есть право, но небольшое. То право, которое я сегодня здесь нашел, вот вы, который приобрели. И все, больше никакого права. И вы это прекрасно сами знаете. Нету того человека, нету того начальства, даже Всевышнему, если я сейчас бы мог крикнуть и сказать, он бы не нашел этого права. Вот это право сегодня здесь отвечать вам на вопросы, вот это право у меня есть. Обратиться в Страсбург, обратиться к правам человека, но последствий никаких. Не ожидаете вы ничего? Нет. Почему? Прямо заявляю, нет. Почему? Если еще раз, сотни раз вы приедете ко мне, товарищ Тамара, извините меня, еще раз говорю нет. Потому что ни я, ни предыдущие до меня, ни те, которые будут после меня, никогда этого не находили. Потому что нет права человека. Нету. Только одно название и заголовок. Нету. И я бы сказал тому председателю, тому директору, тому генеральному директору, тому президенту этой фирмы то же самое, то, что вам сказал. Нету. И мне очень жалко, я сожалею, что этого нет. А я бы хотел не именно для себя, не для моей личности, а для людей, для посторонних, для бедных, чтобы они были и чтобы они помогли, чтобы они приехали и посмотрели на этот беспредел. Пусть приедут. Я не хочу сравнить МЧС с федералами. Я не хочу ОМОН сравнить с другими, с милицией. Везде есть хорошие люди. Есть люди, которые помогли. Но есть люди, которые делали беспредел. Также в Валдах 5-го, также в этой долине, также в Черноречи, также в этом городе, в этих старопромыслах. Везде это было. Везде сжигали, везде уничтожали. Даже грудных маленьких детей было издевательство. Это не скрыть. Но не дали это никому показать, и никому посмотреть, и никому прислушаться не хотят. Что еще? Есть ли у вас вообще надежды, и собираетесь вы все, несмотря на то, что вы сказали, что вы не видите в этом, но все равно, как вы думаете, нужно ли сейчас вот эти все, ну, в смысле, хотя в мире гуляет сейчас такая информация, вот я чувствую у вас недоверие даже к этим международным правозащитным организациям. Стоит ли вообще людям тогда, лишенных всех прав, о которых вы говорите, в сегодняшний день говорить о своих случаях, хотя бы, скажем, в перспективе на будущее поколение свое, что ли, чтобы они знали, раз вы не верите в правозащитные организации, в том, что когда-то правда восторжествует? Если я в своем поселке сегодня, буквально сегодня пошел к председателю поселкового совета и попросил то, что мне положено, и то, что он обязан дать мне, и он говорит, это не в моих силах, то что я могу ожидать, и что я могу впоследствии для своих детей, поколений маленького возраста, говорится, что могу я им дать? Ничего. Я не могу ни внушить им, ни сказать. Я не хочу им врать просто. Я хочу им правду сказать, которую говорил до сих пор всем. Нет у меня надежды на это. 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 Нет у меня надеж
Но мне бы хотелось, еще раз говорю, иметь эту надежду. Не для себя, опять же, для этого народа. Можно это понимать, как вот эта безнадежность, безнаказанности вызовет какую-то Эта безнаказанность ответную реакцию. забрала у меня всю надежду. Вот эта безнаказанность забирает всю надежду. Лично у меня и у людей. А вот если наказывали бы, у меня была бы какая-то надежда в дальнейшем, что-то, если бы случилось где-то у моего соседа или в семье моей, или во дворе моем, я бы уже знал бы, что есть надежда, и пошел бы жаловаться. Я пошел бы писать. Но нету его. Нету. Тем не менее, вы не хотели бы на сегодняшний день попробовать, все-таки попробовать? Были же прецеденты Токийского, Нюрнбергского процесса. Может быть, все-таки где-то какие-то люди с совестью, с человеческой. Есть почему, я не отрицаю, есть. Их Вот в очень даже расчете, много. в расчете на это вы можете? Есть даже, еще раз говорю, очень много их, но у них нет той силы и той возможности, так же, как и у меня, помочь этим людям. Но я бы хотел еще раз, чтобы они приобрели ее и помогли и мне, и себе, и остальным окружающим. Но я надеюсь, что будет эта сила. Что мы придем к этому все вместе сообща. Я надеюсь. Вы когда говорили, ребят уводили отсюда, жестоко избили, зверски, что вы имели в виду тогда, более конкретно, если? Ну что я имею в виду, ведь если тебя по голове бьет кирпичом, ну куда еще жестче? Это куда вот жестче? этому подвергались... Если тебя натравляет собака, если она тебя кусает, и ты не можешь от нее защититься, куда жестче? Это было в тот день, именно 5 февраля, Да, или это это было в ту ночь. В ту ночь было. В ту ночь. А подвергались ли этому ваш брат и... Это надо спросить у Всевышнего, потому что я не смог его видеть живым после того, когда забрали. Он, может быть, подвергался еще худшему, но об этом никто не знает. И сейчас я вам не могу эти данные дать. Вот тот, кто этим занимался, он знает. Пусть Трансбург найдет его, посадит на судью, на скамью подсудимых и спросит у него, как все это происходило. Может, с его уст я это услышу, но больше мне никто об этом не скажет. Если я начну описывать их возраст, у нас не хватит времени. Так как я не цыган, я не могу гадать, сколько им тот было день, лет. когда приходили. Там были 30-летние, были 50-летние. И были те подростки, которые 18 лет в армии призвали. Это в тот день, когда забирали... Да, в тот день. Их было минимум 400 человек. Все они были одного, скажем, вот это, если ведомственного подразделения, нет? Нет, ни одного подразделения. Ни одного. Там и был и ОМОН, там и был и морфлот. Там все были. И регулярные войска там были, и федеральные. Вот все там было. Там были побригадно, поротно, все были. 21-я бригада была. Занималась этим делом. Чем она хотела. Но они потом передали их другим. Там, вверху, в конце села, передали их. Тем самым красноголовникам. А красноголовниками вроде называют внутренние войска. Это и все. И не забудьте, этот паспорт, пропитанный соляркой, до того пропитанный, что Всевышний его оставил несгораемым. Что не у них сила в руках, а вот у них. Это все, что осталось от двух человек. Ну, то есть закон без силы.
Мгм. Расскажите. Мгм. Расскажите, когда это все произошло,